первый перекур будем, это считай обед. Испугался, думал, термос не взял. И хочется. Я уже сижу на нужной мне просеке. Сейчас буду идти 2 километра на восток. В сторону первой избы, получается. Если не надо, скажем, на Бурану обратно идти, можно на первую избу идти. Но у нас Буран. Придется возвращаться еще примерно где-то 8 километров. Больше не буду. Километров 5 прошел. Еще 8 пройду. Если успею. Если надо есть, я срежу. Потому что толку мало. Не вижу я от этой охоты толку. Взял сало, хлеб и конфеты. Заказал крышки на термос, пока не пришли. С этим коронавирусом, наверное, может и не придет. Балдеж. Устаешь, аппетит проявляется. Одним словом, я пью чай. Так. Вот так, вот тут я сидел, пил чай. Идем строго на восток. С левой стороны будет вырубка, как я понял. Это когда вырубали вдоль просеки, наверное. Остальное за квартал уже не залезли, там лес стоит. Ну, посмотрим, что нас ожидает там. Как и говорил, я тут еще не бродил ни разу. Все незнакомо, знакомлюсь. Непонятно для меня, что где. Будем смотреть. Вырубка в сторону ушла куда-то влево. Прошли мы через сосновый бор. Я не стал уже снимать там. Ну и тут ельник начался. Такой подсад такой, немного подсада.
хорошее место, в принципе. Шумно под лыжами. Наст, короче. Твердо и шумно. Наверное, 10 надо, чтобы снег выпал. Капитально видно растаяло тут. Ну и с деревьев все, весь снег упал. И вот эти комки под деревьями, вот под лыжами, они очень много шума дают. Тишина. Тишина. Полный штиль. Имею в виду, что никого нету. Так что так-то лес гудит сегодня. Ветрено шумит лес. Там как будто березы. Снова дошли мы до вырубки. Придется, наверное, вон туда выйти. Потому что невозможно идти здесь. Так. Да. Правее брать. Я потерял просеку. Здесь мелкие деревья, зачесов нету. А вон там впереди я вижу небольшое болото. Уже сколько там? Третье болото, наверное, встречается сегодня. Вон это урябчик. Штормит на этом. И вот открыто. Блин, кругом березняк. Боюсь, что кругом тут вырубки тоже. Стороной пройти тут. Вот вам валежник. Нужно спилить. Жалко, что вот, ну, если по закону жить-то нельзя вырубать эти стоящие сухостои. Но они бесхозные, в принципе, рано или поздно все равно упадут. Если разрешили бы, можно в открытую возить, вывозить. Сейчас, скажем, если вот зимой везде доступно. На буране можно вывозить. Шикарное болото тут. Сейчас как зашумит тут ветер. Так. Ну, пойдем так примерно. Ориентировочно так буду смотреть, где. Так. Блин. Что-то тут путаю. Вот как зигзагом тут бродил, возвращался. Вот. Так, ну я уже нахожусь вот тут. Чуть-чуть отошел от просеки. Ну, сейчас немножко, если мы в ту сторону будем идти, все правильно, вот так и надо, вон в ту сторону надо идти нам. Примерно ориентировочно, вон там я сосну выбрал, вот на эту сосну и пойду. Самое главное, сегодня не проваливаешься, идти хорошо. Если здесь был ток, то 100% возле тока на деревьях или где-то я уже давно бы поднял птицу, но видно, тока тут нету. И токов или что. И, короче, птиц также нету. Сейчас дело идет к весне, и они все возле токов.
Ладно, иду дальше, тут штормит. Путешествие наше продолжается, ребят. Я уже держу курс в сторону Бурана. Прохожу мимо вот такого болота. Это уже перед этим тоже переходил одно болото. И сейчас наугад так примерно вот иду по навигатору. Просеку никак не могу найти. Как промысловик хочу сказать, что тайга для промысла, для охоты идеальная тут. Ну, нет слов. Смешанный лес. Сосновый, там, ельник, вырубки, болото, вот, как мы видим тут. И таких болот несколько. Вот сейчас по пути вот я шел за эти, сколько там, километров 7, наверное, вот я прошел, и за эти 7 километров, наверное, 4 болота тут уже было. Скажем, болота не такие большие. Ну, если по диаметру, по кругу, если пройтись, где-то 2 километра, 1,5 километра. Если делать тут промысловые участки, если охотиться на птицу или же на зверей, думаю, здесь можно наловить. Но в наше время тут ничего нету. Осталось только это место, прекрасное место, где вот я брожу. А дичи нету. Я сам убедился. И в другой раз, думаю, я сюда не приду. Потому что птица ушла, видимо, отсюда. И да, и осенью мы, когда я с Нившеры проходил до Вишерских болот, это, считай, Вишерские болота, в принципе, тоже сюда, в эту сторону идут. В той стороне тоже ни хрена ничего не было. Ни одного следа, куницы, ни птицы, ничего не видели. По первому снегу ходили. Видео вы смотрели, кто подписан на мой канал. Некоторые не смотрят, просто перематывают. Ну, говорят, что ставим лайки, не знаю, лайки, дизлайки, но пишут, что перемотка, ну, неинтересно, видимо, им. Вот. А мне интересно бродить. Хотя, тоже вот целый день проходишь и без выстрела, ну, бывает. Раньше, наверное, тут очень много водилось птиц и зверей. Добывали, скажем, если вот где я нахожусь, возле, ну, где я оставил буран, возле таежной речки, получается. И раньше возле этой речки очень много было лосей. Очень много было лосей, вырубок ничего не было. И лоси кормились в основном на этих, на пихтовые, как сказать, пихту вообще ели они, пихтовые ветки, пихтовыми ветками они кормились, если правильно. И когда лось кормится пихтовыми ветками, он мясо, ну, чуть-чуть, не очень, скажу вам, не очень вкусное так, если кратко сказать. И охотники старались, ну, лоси здесь рядом, скажем, есть, но они старались выезжать куда-то вверх, по Нившере поднимались далеко и добывали там. Потому что там уже кормовая база другая, когда лось кормится рябиной, рябиновыми ветками рябины, у него мясо вкусное. А вот пихтовые, уже пихтой когда кормится, бывает молодым сосной, молодой сосной кормится, это уже нету. Ну, вершинками вот эту почки, вот эту часть он и объедает, скажем, вот вроде лось большое животное, а вот он жует вот эту ветку, кончики старается вот. Вот эти самые кончики и кушает он.
Ну, кто из охотников, конечно, знает, понимает, но все равно не все ведь охотники и не знают, кто чем кормится, где обитает. Вот где я сейчас брожу, вот здесь вот именно вот в такой тайге возле таких болот должны быть глухари, глухарики, косачи, а уже если, скажем, рябчика, они любят в основном старые вырубки, где вот много березы, вот такие смешанный лес тоже с елками смешанный. А здесь должны быть глухари, ну нету их, что поделаешь. Хотя в этом году очень много птицы косачей возле нашей реки, где вот возле первой избушки там. Да, и в верховье там говорят по сотни штук их. А здесь уже все, тишина. Хотя тут тоже вот елки, но я не могу найти просеку. Сейчас я буду дальше идти, может быть даже, если ничего интересного не будет, включимся возле Бурана. Осталось до Бурана 4-5 километров мне идти. Думаю, все время такой лес будет. И может еще сосны будут. Вырубки той стороны нету. Это окраина. Вот здесь еще у меня вырубка тут попадалась. И отсюда, если, скажем, я строго на восток буду идти, примерно километров 6, наверное, остается до первой избы. Это все как-то вот так получилось, что у меня Буран в той стороне, если 6 километров я пройду вот по просеку вот на восток, и там через дорогу, по дороге я еще километра 4 спущусь. Ну, от силы 10 километров, даже меньше, думаю, до первой избы. А мне надо в совсем другую сторону идти, потому что у меня Буран там. Если успею, еще хочется порыбачить. Но, может быть, устану, лень станет. Ну, посмотрим. Вот свежее свалившееся дерево. Каждый год, каждую зиму, круглый год, считай, так валится деревья. Очень много, вот даже видно, что пустырь. Здесь все повалило уже. Гниет елка быстро. Перестоялый лес. Так. Иду с той стороны. Вышел на вырубку. Не скажу, что старая вырубка, даже свежая. Вот, ну, заросла. От силы тут 10 лет, наверное. Там дальше еще идет вырубка. А там уже кедр. Вон, одно дерево. Смотрите, на какую площадь. Тут одно деревце только. Считай, у нас кедрачей вообще нету. Там еще один, там видно. Где-то он там вдали, за вырубкой. Сейчас я иду с капушкой леса в надежде вот тут где-то, может, замечу все-таки просеку, блин. Наугад идти хреново. Вон как ломая сухостое деревья. Считай, он гнилой, хоть стоит, но он гнилой. Вон он. Такие деревья по закону, скажем, нельзя пилить, но они гнилые. Почему их не разрешают пилить? Пили и вывози. Ну, включился, чтобы быстрее время прошло. Здесь десятки тысяч рублей. Вот видите, вот это сорняки эти, березовые прутья. Если, скажем, заготовить метлу и продать, как раньше, запросто принимали метлу, не знаю, 40 рублей, может, или сколько там. Хорошие деньги можно подзаработать. А сейчас метла пластиковая и оба. Березовые метлы, они очень плохо принимают.
В свое время также я возил метлу в город, продавал. И считай, на УАЗике я, скажем, метлу возил. И с одного рейса я нормально так подколымил, там, скажем, подзаработал на одной только метле. А как посмотришь, сейчас вот лес вывозят, сколько там кубов, 50 кубов на машине, не меньше. И если 5 пачек там, 50 кубов, считай, какие деньги крутятся у заготовителей, лесных заготовителей. Вот так вот. Чуть-чуть надоело ходить сегодня. Чуть-чуть поднадоело. Какая-то надежда почему-то была. Думал, кого-то встречу сегодня. Но... Так, подожди, вот тут у нас. Вон же она, вот, ребята. Я и смотрю. Обычно делянки режут и вдоль просеки. Шахматным порядком режут. Шахматным порядком, скажем. Тут делянка, потом следующая делянка. Ну, шахматный рисунок такой шахматный получается, если со спутника заснять. И как сказать, я вот сейчас вспоминаю, вот тоже. Здесь я, наверное, пешком когда-то ходил. Пешком осенью было дело. С этим, с Айдой, наверное. Мы пришли вон оттуда, с Айдой. Там дальше река уже будет. Не знаю, через сколько километров она будет. И дорога, она тут дальше еще будет тоже. Все понятно стало теперь. Одним словом, я вышел на знакомые места. Тут я уже бродил. Да, в принципе, мало где остается мест, где уже я не бывал в этом округе. А вот в стороне запада там еще... Ну, сегодня прошелся, я узнал этот лес. Все стало ясно. Очередное болото. Надеюсь, это уже на сегодня последнее. О, это уже шикарное болото, ребят. Так, надо строго вон туда идти. Но болото, конечно, шикарное тут. Почему так? Почему нету косачей? Вообще дичи нету в этой стороне. Да. Вот это да. Поляна так поляна. Ребят, я вот сейчас перехожу это болото. И много чего я вспомнил. Это очень-очень мне знакомое болото, оказывается. Потому что я смотрю, вот осиновые деревья кругом, вот сплошняк. И вот какие-то кармашки вот на этих болотах, вот такие кармашки. Вот тут, вон там и дальше вон там кармашки. Здесь я, когда перед тем как покупать восход, я копил деньги. И всю осень мы тут, в этом болоте мы собрали клюкву. Вспомнил, да. Были года, когда собирал деньги, чтобы что-то покупать. Были года, когда я собирал ягоды, чтобы что-нибудь докупить. И в эту осень очень много мы клюквы собрали тут. Клюква интересная какая-то, вот, знаете,
как груша, не круглая, а как грушевидная, образная вот такая вид. Да. В конце этого болота, если вон туда идти, там получается очень мягкое место, зыбкое. Так просто не пройти через это болото. Здесь, вот тут, здесь, в середине, получается тоже открытые места. Когда мы здесь переходили это болото, мы так, ну, все под ногами так болтается. Ну, очень много клюквы тут мы тут собирали. Вот здесь за болотом, когда мы проходили через вырубки, это получается тоже я вспомнил. Это действительно примерно 10 лет назад тут вырубали лес. И это уже не это другие предприниматели. Я чуть-чуть ошибся, что я говорил, что там лес оставили. Нет, это другое. Другие. Это еще позже тут вырубали лес. А там, где оставленные хлысты, я видел вырубку. Это получается еще впереди нас ждет. Это возле реки. Вообще я как-то шел. Думал, что сегодня буду целый день бродить по каким-то незнакомым местам. Но оказывается, я пришел на то место, где я здесь вырос, считай. Очень много охотился. Там вот есть новые вырубки, вот, заросшие уже. Там стояла тайга. Перед этим лесопунктом вырубал лес. Старые вырубки были. Косачей много было. Я гладкоствольным еще ходил тогда. После этого уже сейчас, вот, недавно, вот, 10 лет назад, что возможно, там взяли лес. Больше ничего не осталось. Ну а тут, я думаю, очень крупный осины, тайга еще стоит. Но осина, как говорил ранее, он никому не нужен. Да, вспомнил. В этих кармашках очень много было ягод. Но с первой избы мы ходили сюда, вот считай, примерно, получается, пешком 5-6 километров в одну сторону. Собирали ягоды и обратно возвращались также 5-6 километров. Такой марш-бросок с полными рюкзаками. Я правильно пришел, вот зачет, думаю, здесь сюда, вон он, просека. Ну, кратко я говорить не умею. Ветрено, капюшон поднимаю, так, в лесу нормально. Кратко я говорить не умею. Надеюсь, поняли, о чем я имел в виду, о чем я говорил тут. Ну вот смотрите, осины. Сплошь и рядом. Вот тут очень много здесь тайга. Очень много осины. Здесь не вырубают почему-то. Оставляют. О, как скрипят деревья. Да, вот и вспомнил. Там дальше еще будут делянки. Просто давно уже я тут не ходил. Считай, больше 10 лет. Это значит, Айды еще не было в те года. Айде от Чилы там 4 или 5 лет, только в апреле будет. Другая собака, она была у меня. Может, без собаки ходила. Фиг знает, давно было. Зачесы. Кормились вообще. Ладно, идем дальше. Бродим. Будем срезывать, наверное, уже начну скоро срезывать, чтобы поближе
самый кратчайший путь сейчас выберу и буду по навигатору, наверное, идти лучше будет. Толку не вижу, чтобы до реки идти, потом свернуть 2 километра еще в другом направлении. Вот так. Да, вот такой лес тут. Вон он. Осины. Сплошняк тут осина.